Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех хочу поблагодарить за ваше внимание, за вашу активность, за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что срочно нужно знать здесь и сейчас? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, что срочно нужно знать мне прямо здесь и прямо сейчас. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас от нас скрыто. Услышать и узнать. Итак, что же нужно знать прямо здесь и прямо сейчас, причем срочно? Так, сразу хочу предупредить. Здесь выходит человек с темным цветом волос, смуглый, темноволосый. Человек как будто бы пользуется каким-то авторитетом, либо при какой-то должности. Вы на этого человека очень надеетесь, ждете от этого человека каких-то результатов, действий, возможно, какой-то помощи. Да? Человек вам обещал, и вы вот надеетесь и ждете. Значит, что хочу вам сказать. Этот человек, он на своей волне, он думает за себя, за свой личный шкурный интерес, а ваша ситуация его волнует постольку-поскольку. Если вы хотите, чтобы задуманная, да, либо та помощь, которую обещал этот человек, обязательно была оказана, то вы должны не сидеть на месте, а этого человека тормошить, постоянно писать, звонить, приходить, спрашивать. То есть не спускайте все как будет, да, так не должно быть. Если вы вот как доверились, вам человек пообещал, да, там поклялся, я все сделаю, все будет, и вы сидите спокойненько, ждете, пока эта ситуация разрешится, нет, она не разрешится. Вы просто можете потратить уйму времени, и потом столкнетесь с тем, что человек просто, знаете, как ушел по-английски, не прощаясь. Поэтому, мои хорошие, вот кому-то прям идет, так знаете, как пульсация прям идет по этому вопросу, потому что вижу, что прям все ставки вы поставили на эту ситуацию, доверились полностью этому человеку, темноволосый человек. Это может быть как мужчина, так и женщина. Волосы темного цвета, прям темные, да, черные, либо вот оттенок такой прям темный, как-то цвет называется, каштановый, да, но прям аж темный-темный. И кожа сама по себе может быть смуглая, либо человек, может быть, даже пользуется какими-то средствами, чтобы выглядеть там как загорелый, может быть, человек загорелый, может быть, это человек, например, афроамериканец, да, вот у кого как отыграется. Просто от этого человека зависит ваша ситуация, разрешится она или нет. В зависимости, кстати, да, где вы находитесь, с кем вы общаетесь. Вот если вы ждете от этого человека действий, вы должны вот прям спуску ему не давать. Каждые там 2-3 минуты названивать, написывать, давать ему понять, что вы тверды, вы ждете, и просто так вы это не оставите, да, чтобы он от вас не отмахнулся. Обязательно, вот кто ждет этого человека, прям срочно начинайте действовать, просто давите эмоционально, психически, как у вас получится, давите на этого человека, чтобы ваша ситуация разрешилась. Дальше, мои хорошие, кто у меня недавно какой-то конфликт был у вас, либо у кого-то из ваших близких был конфликт, была какая-то ситуация. Ну, для вас это, возможно, как бы неприятно было, да, но вы обычный человек, знаете, что, да, люди могут там выйти из себя, там какие-то громкие слова покидать, и на этом все дело закончится. А для вас это так. Вы не придаете какого-то там фатализма этой ситуации. А вот тот человек, с кем поругались вы, либо кто-то из ваших близких, задумал дурное. То есть готовьтесь к тому, что человек может пойти в правоохранительные органы, написать какие-то жалобы, подключить там, не знаю, общественность, накрутить кого-то против вас. То есть человек затаился для того, чтобы нанести вам вот какой-то неожиданный удар. Но это больше похоже на обращение в какие-то органы.
да, вплоть до того, что там человек может сказать, я там в суд пойду подавать, буду еще что-то будет. То есть неприятность может подкрасться оттуда, откуда не ждете. То есть для вас это была, ну, обычная там эмоциональная стычка, допустим. А вот человек отнесся к этому достаточно серьезно. То есть что-то готовит. Причем, знаете, как идет? Там женщина затевает, женщина не молодая, женщина такая уже там 50 с плюсиком. Она затевает эту историю. То есть она там идет как ключевая роль у нее, у этой женщины. Она прям так по-боевому настроена, считает, что ее там как-то несправедливо там обидели, оскорбили, какую-то ей там прям травму нанесли эмоционально, психологическую, поэтому она, возможно, даже пойдет на такие шаги. В разрезе я хочу сказать, что это будет лишь только потраченное время. Для вас это будет время на то, чтобы там оправдаться, немножечко понервничать. Ну, по итогу ничего не получится. Но если вы подготовлены к этой ситуации, вы можете более спокойно реагировать и понимать, что ну, там не к чему прицепиться и раскручиваться эта ситуация не будет. Но будет неприятно. Кстати, это также может быть связано с какой-то собственностью, да, либо с какими-то вот границами, барьерами, не знаю. Может быть, соседи, там, да, соседи по дачному участку. Как-то вот с этой стороны идет. Что-то вот с документы, участки, границы, мое, твое. Ну, в каком-то таком формате. Так, по поводу отношений. Здесь у меня по отношениям женщина думает, что делать. Примиряться, либо пусть все идет как идет. Смотрите, женщину мужчина обижает на постоянной основе. Он так к этому привык, что он даже и не замечает того, что делает. Женщина устала от этой ситуации, женщина не хочет таких травмирующих, да, моментов. Просто уже надоело, сил нету. Но эту женщину к мужчине вот что-то очень сильно влечет, либо какая-то связь, ну, может быть, не настолько по чувствам, поскольку женщина как зависима может быть от мужчины. Может быть, проживает на его территории, может быть, финансово зависима от этого человека, может быть, еще какие-то вопросы. И вот женщина сейчас думает, что делать: оставаться, уходить, идти мириться, либо воздержаться от этого, надеяться на то, что до мужчины дойдет, что мужчина хоть что-то понял. Нет, ничего он не понял, ничего до него не дойдет. Он привык так жить, он привык жить в таком формате. Когда вы на него обижаетесь именно так, как вы это делаете сейчас, ну, он думает, что вы просто не в себе, да, что у вас там ПМС, ну что, попсихует, да, и все вернется как было. Значит, мои хорошие, здесь нужно больше себя, конечно, уважать. Во-вторых, вы не такая слабая, как вы себе придумали. И в-третьих, у вас, ну буквально, да, я вам скажу буквально, до конца года у вас появится партнер, мужчина появится, мужчина, который вас освободит от вашего вот этого ужасного положения жертвы. Вам по судьбе вообще совершенно другой человек идет, добрый, хороший, мягкий, такой, знаете, работящий мужчина, работящий. Вот у него две крайности: дом и работа. То есть у него жизнь вот так распределена. Вот вы с этим человечком сойдетесь. По поводу здесь и сейчас не стройте иллюзий. Вот все ваши мысли о том, что вот поменяется, вот по-другому, вот до него дойдет, он поменяется, он станет другим. Нет, не станет, не дойдет, не поменяется. Дотерпите этот срок, дотерпите, но и себя уважайте. У вас тут проблема в том, что вы себя перестали уважать. Он отбил у вас вот это желание себя уважать, понимаете? Вы женщина на миллион, вот поверьте. И вы достойны и любви, и счастья. И эта любовь и счастье в вашей жизни обязательно будет. Поберегите свою нервную систему, не накручивайте себя, не убивайте себя морально. Все у вас будет хорошо. То, что происходит сейчас, еще не раз повторится. Еще раз повторяю, да, у вас встреча с вашим человеком, вот настоящим человеком, она состоится где-то вот ближе к концу года. Но тогда будет и ваше счастье. Вот тогда вы со спокойной совестью, как говорится, из разрушенного, да, дома перейдете действительно в хороший, добротный дом. И там все будет у вас замечательно. И детям вашим будет там хорошо, и вы себя будете чувствовать настоящей хозяйкой.
хозяйкой не только жизни, но и положения, любимой женщиной, цветущей женщиной, женщиной, которая видит свое будущее. Это обязательно произойдет. Так, у кого проблемы вот связаны, вам нужна какая-то операция, либо какая-то манипуляция, какое-то, может быть, сложное лечение, либо какие-то дорогостоящие анализы. Вот все, что связано с медициной, то, что вам, ну, грубо говоря, недоступно, либо мало доступно, и вы сейчас думаете, как бы вам это осуществить, осуществится ли это, возможно ли это. Это для вас, либо для ваших близких. Я вижу, что вы найдете, вернее, не вы найдете, а вам кто-то найдет. Ну, либо это будет человек, либо это группа людей, да, которые помогают, финансово помогают, либо, может быть, какие-то документы выдают, которые дают право на какую-то скидку, либо на... Ну, это не благотворительный фонд, это что-то другое. Вам помощь, вот вам, видите, как человек руку подает, да, и вас вытаскивает. У вас идет именно такая ситуация. То есть вам помогут, либо подберут вам какой-то пакет, может быть, там, где у вас как скидки какие-то будут, либо подберут вам такое медицинское учреждение, где можно там по меньшей стоимости, да, пройти обследование, либо пройти какую-то манипуляцию. Вам подскажут. Вы сейчас не убивайтесь, не думайте, что у вас ничего не получится, и то лечение, которое вам нужно, либо те анализы вы не сможете осуществить. Нет, у вас все получится, все будет замечательно. Боженька все видит, Боженька все знает. Человечек вам подскажет, поможет, даст информацию. То есть благодаря вот этому человеку, который вас за руку тянет, у вас все получится. Тут, кстати, красный кусочек на него падает. Возможно, это человечек, там эмблема с чем-то красным, либо одежда какая-то красная, может быть, на красном автомобиле ездит. Вот помощь придет оттуда, откуда не ждете. Это замечательно. Так, у кого-то животное, что ли, пропало. Что-то пропало из дома, больше похоже на животное. Я не могу сказать, что за животное. Но вот любимый, хочется сказать человечек, но понимаю, что это не человечек. Кто-то пропал. Вы найдете, причем это где-то вот в округе. В округе это не... Но вот как-то по периметру, да, место, где вы проживаете, вы найдете. То, что потеряно, вы найдете. Там как-то дети замешаны. Дети. То ли унесли, занесли, то ли нашли, отнесли. В общем, вы узнаете, как там, что происходило, вы все узнаете, но это не суть. Суть то, что вы найдете. Причем найдете, вот в ближайшие дни идут. От 2 до 4 дней вы обязательно найдете то, что потеряно. Но мне почему-то идет животное. Не знаю, может быть, это даже птица домашняя. Да, там попугай, например. Может быть, даже какая-то ящерица. Я не могу сказать вам точно, но я знаю, что вы любите это существо, и вы обязательно найдете, не переживайте. И да, хочу сразу тоже сказать, что не виноваты эти дети, да, это просто такое стечение обстоятельств, понимаете? И вы не виноваты, никто вообще не виноват. Это стечение обстоятельств. Так, у меня здесь отмененный путь идет. Я не могу сказать, с чем это связано, что это за путь, но это как план. Может быть, какая-то поездка, путешествие, может быть, не на период здесь и сейчас, а на будущее. Может быть, вы хотели, планировали, что-то покупали, либо хотели что-то купить, у вас не получается, либо вам говорят, что это невозможно. И вы как-то чувствуете себя не очень хорошо, да, вот не понимаете, что теперь с этим делать, вы очень расстроены, там как прям грандиозный какой-то у вас план был, надежда именно на эту ситуацию. Значит, не переживайте, будет по-другому. А как? Будет гораздо лучше. Вот я так вам скажу. Вот то, что вы хотели, было замечательно, а то, что случится, будет намного лучше. Вы сейчас этого еще не понимаете. Вы сейчас очень сильно упираетесь, вы как бы боретесь, да, за то, чтобы эта поездка либо путешествие состоялось.
вы все силы туда вкладываете, прикладываете, ищете там 1001 вариант. Но поверьте, вот то, что вам высшие силы посылают, это гораздо лучше, чем то, что вы себе запланировали. Тут отмена одного плана и получение чего-то большего, лучшего для вас. Так что замечательно. Так, тут переживания за ребенка, за его обучение, либо за его какие-то результаты, успехи. Может быть, даже как за обучение, может быть, даже за работу, за какие-то предложения. Здесь явно женщина переживает за своего ребенка или за своих детей, что будет дальше делать, как будет дальше жить. Там, пройдет ли по правильной дороге, либо там собьется, пойдет не в ту сторону. Вы знаете, вот у ребенка есть свое видение ситуации и свои желания. По какой-то причине ваш ребенок вам этого не говорит, либо стесняется, либо думает, что вы не одобрите. Вам бы посидеть и договориться. Вот услышать друг друга, потому что у вас какое-то свое видение. Переживать не стоит. Переживать вам не стоит. Единственное, что переживайте за то, чтобы вы сближались с своим ребенком. Не расходились, а именно сближались. Контакт возможен, вы любите друг друга. И да, там всяко бывает, все мы люди, и в семье люди часто спорят, ссорятся, и обижать даже друг друга могут. Но это не по злой воле, это от переизбытка эмоций, от неумения справляться с стрессами и переживаниями. Сближайтесь со своим ребенком, почаще разговаривайте и понимайте, что ваш ребенок — это личность, у которой есть свой взгляд, свое видение, и эту жизнь жить вашему ребенку, не вам. Вы за него не проживете, либо за нее. Ваш ребенок будет жить свою жизнь. Ваша задача как мамы, как отца своему ребенку показать, что я тебя люблю, я всегда с тобой, я тебя во всем поддержу. Что для меня важнее всего? Твое счастье, чтобы ты был здоровым, либо ты была здоровой, счастливой, обеспеченной, с будущим. Вот так и говорите. Вот я вижу, что у вас какое-то недопонимание с ребенком есть. И у вас прям такие страхи, вплоть до того, что вас иногда как колотить начинает, либо озноб какой-то идет, даже какое-то онемение вы можете чувствовать. Вот это все на нервной системе. Непонятно, почему вы это делаете. Научитесь слышать, доверять своему ребенку. У вас ситуация в корне поменяется. Дальше. Человек на букву В. Человек на букву В. Вот, ну да, наверное, Виктор, да, либо Виктория. Человек вот с победой в имени. Вот от этого человека поступит очень хорошее предложение. Предложение, которое способно что-то наполнять. То есть от этого предложения наполняется ваша жизнь, либо наполняются ваши карманы, наполняется ваш дом. Вот этот человек, он искренне к вам относится. Виктор, либо Виктория. Но вот что-то с победой связано в имени у этого человека. Очень хорошо относится. Действительно, от сердца, по совести хотел бы вам помочь, подсказать. Очень заинтересован, либо заинтересована в общении с вами, в развитии ваших отношений. Предложение будет немножечко, ну такое, знаете, непривычное, что ли, нестандартное, неформатное. Но поверьте, вы, получив это предложение и воспользовавшись им, вы получите большой плюс в свою жизнь. Так что стоит посмотреть на это все дело, подумать, конечно же, и принимать. Потому что вам, я вижу, будет очень выгодно. Так, у кого трудности с деньгами? Как-то, вы знаете, как труд, что ли, ваш не оплачивается, либо труда этого очень много в вашей жизни, а результаты этого труда, они все какие-то пустые. То
То есть вы работаете, не знаю, там огромной лопатой копаете, а если оплата, то там идет ну, чайная ложка, да, причем пол чайной ложки. Ну, там вас явно используют. Вы понимаете, вот какой-то человек вас использует, причем в наглую уже, не знаю, в наглую использует этот человек. Чем-то может вас даже угрожают, да, что типа там уволю или еще что-нибудь сделаю. Но проблема не в этом. Вот смотрите, у вас внутри какая-то установка есть. Страх за то, что я там все потеряю, страх за то, что я там никому не нужна, никому не нужен, у меня ничего не получится, я ничего не могу, у меня нет там способностей, талантов, возможностей. Вот вам все время приходит какая-то идея, вам что-то очень нравится. Очень нравится. Вы постоянно это смотрите, может быть, по телевизору, может быть, в интернете, и вы бы тоже хотели этим заниматься. Но там что-то, ну, какое-то творческое даже, возможно. Там, где нужно применять свою фантазию. Но это труд. Труд, но там через фантазию идет, через ум, через душу надо пропускать. Вам это очень нравится. Вы постоянно за этим наблюдаете. Возможно, даже об этом очень много знаете. Творчество, ремесло, какое-то умение. Но вы себя почему-то убедили, что у вас именно не получится. Попробуйте, начинайте пробовать. Начинайте пробовать. У нас 1 апреля новолуние. Вот с 1 апреля прям начинайте. Начинайте, пробуйте, делайте. Возможно, там несколько раз, да, придется там повторить, какую-то руку набить, да, как-то вот опыта приобрести. А потом дальше, во-первых, вам будет очень нравиться, во-вторых, вы будете понимать, что это дает замечательный результат, и вы вот это свое увлечение вы превратите в настоящий бизнес. И все ваши вот эти материальные вопросы, проблемы, они все разрешатся. Ну, а тут ваш угнетатель, да, который вам не платит, еще и там веревки с вас вьет. У этого человека что-то со здоровьем произойдет. Это не сейчас произойдет, но позже. Прям, знаете, как серьезно за него судьба возьмется. Так, здесь у меня пара, мужчина и женщина. Женщина очень худенькая, нервная женщина, очень много переживает. Но худенькая, я имею в виду вот по рисунку, да, вот она очень худенькая, такая тоненькая. Это говорит о том, что у нее очень много эмоций. И эти эмоции не всегда положительные. И у нее постоянно вопрос по поводу этого мужчины. Как он к ней относится, нравится, не нравится, серьезно, не серьезно, будет, не будет, стоит, не стоит. Вы себя этими вопросами, вот как уже в дуршлаг превратили, да, вот там, где очень много дырочек. Вот через эти дырочки вся ваша энергия утекает. А вот мужчина вышел такой плотненький, хорошенький, такой уверенный в себе. Вы знаете, ваш мужчина этот загаданный, либо тот, который в вашей голове, в вашем сердце, он очень практичный человек, невероятно практичный. И все его шаги, вот каждый шаг, даже самый маленький, он на самом деле настолько взвешенный, настолько продуманный. Это мужчина и тактик, и стратег. Он думает прямо на несколько лет вперед. Да, он не спешит, но он не спешит не потому, что вы ему безразличны, а потому что он хотел бы, и он пытается все делать правильно. Правильно, так, чтобы все соответствовало и моменту, и ситуации, и возможностям. Он вас ни на что не проверяет, и он вообще уверен, он во всем уверен. Он уверен в вас, он уверен в себе, он уверен в ваших чувствах, он уверен в том, что вы должны быть вместе. Просто он идет путем наиболее оптимальным. А вы, да, вы действительно очень спешите, потому что живете на эмоциях. Вы абсолютно разные. Вы человек эмоциональный, а он человек очень прагматичный. Понимаете? В этом и есть фишка ваших отношений. Вас к нему тянет его стабильность, вот его вот это вот слонячее спокойствие. А он, будучи человеком не эмоциональным, тянется к вам, потому что вот ваши чувства, ваши эмоции, ваши вот глазки сверкающие, ваши вот улыбочки, словечки, да, они его просто завораживают. Девочки, все будет, не нервничайте, выдыхайте, расслабляйтесь.
Расслабляйтесь. Этот мужчина, он от вас никуда не денется, он от вас не отстанет. Он будет вашим, так же, как и вы будете его женщиной. Так, здесь у меня в семье ребеночек появляется. Вот смотрите, женщина, мужчина, и вот ребеночек. Мужчина, правда, у нас немножко отвернулся, потому что мужчина занят каким-то делом. Причем то ли работа, то ли какие-то командировки, то ли он где-то вот сети расставил, да, пытается вот наловить денежек. А женщина с ребеночком. Значит, если вы в браке, либо в отношениях, у вас есть ребенок, либо вы забеременели и думаете, что мужчина как-то несерьезно относится, либо мало интересуется. Нет, мужчина занимается тем, что он бросает сети не на других женщин, вообще не думайте об этом, а на то, чтобы поймать достаточно денежек, да, чтобы заработать для вас и для семьи. У него, понимаете, как он хоть от вас и отвернулся, но голова у него, вот по голове полная связь идет с вами. С вами, понимаете, он о вас думает, он для вас уходит, зарабатывает, и ему очень тяжело даются эти разлуки, но поскольку он мужчина такой, знаете, какой-то строгой закалки, да, либо какого-то строгого воспитания, он не привык говорить о своих чувствах, не привык говорить о своих эмоциях, хотя он очень сильно переживает. И я даже больше вам скажу, он переживает больше, чем вы, просто он этого не показывает, и ему гораздо тяжелее, потому что он не может выражать свои эмоции. Девочки, которые забеременеют, то мужчина не муж, а такой, знаете, там пришел, ушел, вроде как встречаемся, вроде как непонятно, что между нами происходит. Я вас удивлю, мужчина отнесется очень серьезно к факту беременности. Я даже больше скажу, у многих отыграется, что он сначала потеряется, а потом очень сильно обрадуется, потому что будет папой, да, и мужчина себя проявит по-настоящему как муж, да, как настоящий защитник, как человек, который хочет и будет заботиться о своей семье. Девочки, которые, кстати, пережили какие-то не очень приятные моменты с мужчиной, вот опять же в семье вы с этим человеком были, может быть, у вас детки есть, да, и мужчина где-то проштрафился, назовем это так. Он все осознал, он все понял, вы у него номер один и в душе, и в сердце, вы и ребенок. Не думайте ничего дурного. Да, время неспокойное, и да, там, возможно, кто-то мешал, подмешивался, может быть, даже какие-то были недобрые люди в его окружении, но он уже осознает, что он был неправ, осознает, что он поступал неправильно, неправомерно даже, можно так сказать, по отношению к вам, к семье. Он начинает разворачиваться, у него вот голова с вами связана, то есть тут никуда не деться. Так, ну и напоследок хочу сказать очень важную вещь для тех, кто у меня страдает от одиночества, у кого нет любви, у кого вообще жизнь какая-то пустая, день сурка происходит, в жизни ничего нет. У вас идет судьбоносная встреча, судьбоносное знакомство на каком-то мероприятии. Это может быть чье-то день рождения, чья-то свадьба, а может быть и просто пойдете там с подружками в кафе зайдете. Может быть, вы просто после работы зайдете в магазин и, допустим, да, там где-нибудь между прилавками либо на кассе познакомитесь с интересным человеком. Кстати, я хочу сказать, что человек будет очень скромно и вести себя, и выглядеть очень скромно. Но эта скромность, она будет его украшать. По словам вы поймете, что это он. Но то ли помощь предложит вам, то ли какие-то вот добрые слова, либо что-то вот такое скажет, да, что женщина просто вот растает от этих слов. Вот, так что, девочки, идет знакомство. Так, ну и, пожалуй, все. Хотя еще хочу сказать про исполнение какого-то желания. Желание небольшое, сразу предупреждаю, это небольшое желание. Но для вас оно какое-то архиважное. Вы прям на него прям все ставки поставили и сидите, прям трясетесь, исполнится либо не исполнится. Смотрите, по поводу именно этого желания, оно не исполнится. По крайней мере, в ближайшее время оно не исполнится. Нет таких обстоятельств, которые бы этому сопутствовали. То есть, чтобы вы так раз и все получили одномоментно. Но исполнится нечто другое.
нечто другое исполнится, которое именно в этот момент, в разрезе этого времени для вас будет первостепенным. Вы еще этого не понимаете, но вот тут вам такой сюрприз будет. Сюрприз и, ну, прям помощь, да, помощь будет оказана. Ваше вот основное желание, оно исполнится в течение 3 месяцев, когда, как говорится, все звезды сойдутся, и когда не будет помех, и все пути будут открыты. Но, чтобы вы там не переживали, не расстраивались, ну вот кто-то из ваших близких вас чем-то очень сильно порадует, прям в ближайшие, возможно, там несколько дней. Ждите каких-то подарков, сюрпризов, неожиданностей от близкого человека, с которым вы постоянно либо вместе находитесь, либо проживаете, либо в каком-то очень плотном контакте. Вот там человечек вам что-то приготовил. Вас это и удивит, и рассмешит, и даст очень много позитива. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.